Мына бәле достар, біз yayınımızdan devam etemiz. Güzellik sırları. Men olardan çok anlamayım. Men aslında olarga pek ынтылmayım. Amma sağlı dostlar, elbette ki endi bir çok şeyler bugün akındala fırsatты, hususan bizim sağlığımızga tesir etken şeyler. Ben bilesem, kadın kızlar için, hususan onların sağlığı için de güzellik gayet gereklidir. Çünkü güzel olsanız mutlaka hem de keyfiniz yaxşı olacak. Allah'ınızga göre ise keyif sağlığımız için gayet mühimdir. İşte böyle biz işte tızdık bir şeyini sağlı dostlar. Yani bizim keyif için birçok şeyler var. Güzellik de onlardan birisi sağlı dostlar. Her vakit güzel olmaya ıntılınız. Ve nene de aytmağa lazımdır. Elbette ki evvelsi de aytkanımız gibi bütün bizim rubrikalarımızı siz içtimai sayfilerimizde tapabilirsiniz. Anda da bizge hoşçakalınız. Şimdi ise stüdyamızda Musafir. Ve ne akta laf isteyeceksiniz dostlar. Siz şimdi her şeyini o'zingiz anlarsınız ve ko'rarsınız. Bizim stüdyamızda Ahmetjit Hizmet Etuv ve Dizayn Koleji'nin, daha doğrusu men şimdi biraz karıştırdım dostlar. Bu Musafir endi Bu Musafir endi. Biraz karıştırdım, yaxşı ola turgan şey. Kırım Cumhuriyetinde Federal Kazna İdaresi'nin reis muavini Zaurbek Albekov. Салям алейкум. Здравствуйте, добро пожаловать. Доброе утро. Как настроение? Как начинается утро человека, который работает в таком серьезном учреждении? Утро начинается с бодрящего кофе. Это сразу и улучшает настроение и в целом такой положительный настрой на весь день. В принципе, это ранний подъем. Конечно, несомненно. А почему выбрали это направление? Эту профессию, да, скажем так, серьезно, да, связанную с финансами. Эту профессию я выбрал, не случайно. Мой отец, будучи еще молодым специалистом, работал в системе Госнаба СССР. И я много слышал об этом направлении, о проведении контрольных мероприятий, о том, что это очень интересно и такое многогранное направление. Я вот еще с детства это слышал, и, соответственно, по окончанию вуза я знал конкретно, куда я хочу поступить, на какую службу, и осознанно такой сделанный выбор был. Где получали образование? Расскажите об этом. Образование я получила в Ростовском государственном экономическом университете. Это первое образование. После окончания вуза в 2002 году поступил на службу. Второе образование я получил уже в 2016 году. Это второе высшее. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Это уже было буквально недавно. И знаем, что непосредственно с 2016 года вы работаете в федеральном казначействе по Республике Крым. Да, в федеральном казначействе Республики Крым работаю с 2016 года. Немножко, наверное, хронологию отмотаю вообще в целом, контрольного блока. Контрольно-ревизионное управление существовало в советские годы, это у всех на слуху было, ревизионный блок. В 2004 году на базе КРУ была создана после реорганизации Федеральной службы финансово-бюджетного надзора. И, к сожалению, просуществовала относительно недолго, так как 2 февраля 2016 года 41-м указом президента Федеральная служба финансово-бюджетного надзора была упразднена, и все функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере были переданы Федеральному казначейству. И вот с того момента я осуществлял уже свою деятельность, будучи федеральным казначейством, но непосредственно курируя свое направление, непосредственно финансовый контроль. Расскажите нам, что предусматривает за собой финансовый контроль. То есть вы контролируете те средства, которые поступают в Республику Крым с федерального бюджета и смотрите, насколько правильно они распределяются уже, соответственно, с министерствами, среди министерств, и насколько правильно они воплощаются в жизнь, реализовываются, то есть эти финансы, правильно? Спасибо за вопрос, очень по существу задан. Я вам расскажу, чтобы немножко такое было понимание. Смотрите, на сегодняшний день федеральное казначейство, его можно, наверное, назвать таким неким финансовым центром. Вот если раньше казначейство осуществляло только кассовое обслуживание региона, то есть, грубо говоря, распределяло, была как некая касса. То есть на сегодняшний день после тех функций, которые перешли в 2016 году, это уже такой уже финансовый центр от кассового исполнения бюджета, то есть, выделения этих средств, до непосредственно контроля. То есть контроль в каком виде бывает? Это в виде делится на плановые, неплановые контрольные мероприятия, в виде ревизий, проверок, каких-то обследований, встречных проверок.
Ну, вот, например, выездная проверка. Выехали на объект контроля, какой-то там объект мы проверяем, там, при необходимости проводим там, встречную проверку. Вот, если, например, вот, проверяя ведомство, есть необходимость наличие или отсутствие проверить там, да, там, каких-то там автомобилей, автотранспорта, или провести контрольные обмеры на каком-то строительном объекте. Тогда мы привлекаем специалистов, строителей, проводим контрольные обмеры там, с умением и с навыками там, читать эти сметы, разбираться в КС-ках. То есть при необходимости специалиста привлекаем, если требуется при проведении контрольных мероприятий. Ну, очень и полномочия в этом направлении очень многогранные. Мы вот, ну, вот основное наше, да, это соблюдение бюджетного законодательства, иных нормативных актов, там, регулирующих бюджетные правоотношения. Ну, а также 44-й федеральный закон, это статья 18, 19, то есть мы и 44-й федеральный закон, да, осуществляем контроль. Также там, средства регионального оператора ЖКХ, это вот, и небюджетных фондов, таких как вот пенсионный фонд, да, вот, фонд содействия реформированию ЖКХ и так далее. То есть, в принципе, и полномочия многогранные, и ответственность большая. Очень интересное направление. Ну, как результаты проверок на сегодняшний день в Республике Крым? Все ли успешно, в правильном ли направлении, скажем так, реализовываются все бюджетные деньги? Ну, успеваем ли осваивать? Да, ну, конечно, есть сложности, есть, вот, как и, в принципе, в любых направлениях. Ну, в целом, по нашей деятельности у нас динамика положительная, это радует. Там, по сравнению с 2016 годом, да, было порядка там, 500 миллионов выявлено нарушений. То есть в 2017 году где-то в 11,7 раз. Это более 6 миллиардов рублей выявленных нарушений. Это на самом деле показатели очень серьезные, и динамика налицо, да, положительная. Так что так. То есть вас можно назвать таким, смело можно назвать таким ревизором, да? То есть, да, ревизор, современный 16 ревизор. лет стажа, да. Вот я после вуза сразу только этим и занимался, только этим направлением. Поэтому я себя считаю стопроцентным ревизором. это Готовьтесь, к нам едет ревизор, да? На сегодняшний день можно ли сказать, что какие-то нарушения, либо какие-то упущения в сфере бюджета происходят с тем, что Крым еще не совсем, скажем так, полноценно, да, знаком с правовым полем Российской Федерации? В связи с этим возникают ли какие-то проблемы именно в освоении бюджета, вроде того, что кто-то, возможно, какие-то инстанции еще не так хорошо владеют, скажем так, законами Российской Федерации? Конечно, свои сложности есть, это еще, как говорится, остатки, наверное, еще нам как-то аукается. Но вот хотелось бы вот отмотать несколько лет назад, вот, когда я сюда перешел в 2014 году по собственной инициативе, попросился, мне хотелось тоже как-то оказаться участником этих событий исторических, то есть в рамках страны это было такое знаменательное событие, да, период воссоединения Крыма с Россией. И в 2014 году это вообще была там отдельная история, были сложности, там, был определенный такой переходный период, так называемый. То есть вообще на территории республики отсутствовало бюджетное законодательство. Для нас, для ревизора, при отсутствии бюджетного законодательства сделать какой-то вывод, какие-то меры принуждения направить, была очень достаточно весомая проблема. И, соответственно, также это все отражалось на подревизуемых, на объектах контроля, которые при отсутствии законодательства, при отсутствии там уже утвержденных действующих нормативных актов, которые действуют на всей территории России, то есть были сложности определенные при работе и при проверке этих объектов. Ну, на сегодняшний день можно сказать, что Крым 100% интегрировался уже, в одном правовом поле работаем, то есть в принципе особой проблемы в этом плане нет. В ходе своей работы, я думаю, вы часто сталкиваетесь с молодежью. И хотелось бы узнать, вообще интересуется ли молодежь непосредственно вашим делом и делом вашего управления? И проводите ли вы какие-то лекции для молодежи? Да, федеральное казначейство, да, открыто для молодых есть, специалистов. Конечно, у нас ежегодно, да, день открытых дверей, мы рассказываем студентам, каждый курирующий зам рассказывает о своем направлении, как-то пытается заинтересовать, потому что там, с кадрами не всегда там, так, как хотелось бы. Конечно, мы ждем. Да, то есть не кадровый Да, мы ждем, голод, да, конечно, есть? ну, конечно, несомненно, да. То есть, в любом случае динамика есть, то есть сотрудник движется по должностной лестнице, переходит выше, соответственно, на младшие группы должностей нужны молодые люди,
такие амбициозные, там, где-то, да, там, такие настроены на результат. И когда в день открытых дверей я рассказываю, как-то пытаюсь объяснить, рассказать, ну, многим интересно, многие приходят действительно, и по сей день у нас трудится. Мгм. А кто может стать сотрудником? Экономическое образование, Экономист. юридическое, да, тут подход. Сильная база в России сегодня именно по образованию, Да, подготовке таких да, специалистов. да, достаточно сильная база у нас. Много таких вот профильных университетов, которые готовят очень таких достойных специалистов для нашего направления. А в Крыму? В Крыму ваш Крымский федеральный университет. Ага. Ну и студенты, я так понимаю, тоже активно. Ну, брали ли за последние 2 года, например, кого-то? Конечно, да. Брали там после вуза, брали специалистов, до сих пор у нас трудятся. Очень такие перспективные ребята, на которых мы делаем ставку. Мгм. Э, Интересно. Подытожив нашу беседу, конечно, хотелось бы пожелать вам успехов в этом важном вашем деле, которое вы выполняете для всей нашей республики. В свою очередь, что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Нашим телезрителям и всем нам я бы хотел пожелать, потому что я желаю там, молодым специалистам о том, что мы должны определиться с целью, с задачами, а потом не надо искать причины для невыполнения, а искать возможности для достижения поставленных задач. И тогда у нас все у всех получится в каждом направлении. Отлично. Отлично. Чехсалым, спасибо. Отличное пожелание с утра, мотивирующее. Мы желаем вам тоже хорошего дня. Будем вас ждать у Спасибо нас в большое. гостях снова. Спасибо. Құрметті достар, біздің yayınımız devam ете. Нелер біздің өкде беклей. Evet saygılı dostlar, elbette kısımga geçemiz ve şu cümleden biz ile elbette ki şu sabahını geçirmeye teklif etemiz. Kırım'da saat 8 ve 11 dakika yayınımız yavaş yavaş ise sonuna geliyor ama da sonu değil. Saygılı dostlar 40 dakika devamında da biz efirdemiz, şunun için bizden ayrılmanız.